Модельный ряд хомусов Христофорова с накладкой венчает большой хомус. Как всегда, у этих хомусов вы видите пластину, которой покрывается кольцо рамы. Инструмент кованый, обычно настроенный, сам мастер ставит здесь ноту, но имеет смысл свериться по тюнеру, потому что обычно бывают некоторые расхождения, но не больше, чем несколько центов. Вот вы можете посмотреть на этот хомус со всех сторон. С точки зрения органостроения он очень хороший. Мастер делает эти инструменты уже много лет. Что еще имеет смысл знать про них? Конкретно у этой модели, у большого хомуса, язычок, соотношение плотности язычка и его размеров делают звук более таким массивным и низким. Это еще достигается таким образом, что несмотря на всю плотность этого язычка, несмотря на достаточно большую отдачу, само по себе продолжительность звучания у него тоже высокая. И таким образом вы можете продолжать ее, например, используя ваше дыхание, диафрагму, и как-то поддерживать этот звук, и будет создаваться такое объемное звучание, которое чаще всего и ищут люди именно от якутских хомусов. Но при этом надо отдавать себе отчет, что каких-то дополнительных призвуков, рычащих, трещащих у этих хомусов нет. То есть Христофоров, в принципе, всегда стремится добиваться некоторой чистоты, как он себе ее представляет, во всяком случае, в звуке. И здесь будет больше присутствовать такого обертонального наполнения. Ну вот сейчас это все касалось теории, сейчас я покажу, как это звучит на практике. Обратите внимание, что звук хорошо разгоняется именно при использовании дыхания. То есть сначала я попытаюсь поиграть без дыхания, а потом его подключу, и это будет очень сильно заметно. Как всегда, все хомусы Христофорова продаются в футлярах. В данном случае это открытый футляр. Инструмент вставляется таким образом. Язычок, как вы видите, защищен. Вы можете затянуть вот этот ремешок, подтянуть его полностью так, что он будет фиксировать инструмент, и он никуда отсюда не выпадет, и носить его на шее, потому что длина шнурка это позволяет.